По некоторым данным, государственную границу Абхазии пересекают неучтенные граждане, которые могут стать источником инфекции. Наша съемочная группа приехала сюда на место, чтобы удостовериться своими глазами, насколько здесь соблюдаются правила пересечения и меры безопасности. Вокруг непривычная глазу пустота и тишина. Из автомобилей только фуры с грузами. Легковых машин практически нет. Обычно заполнены покупателями. Магазин беспошлинной торговли Duty Free закрыт. Недалеко от контрольно-пропускного пункта дежурит медицинская бригада МЧС Абхазии. Все медики и пограничники в масках и перчатках. В окошках пропускных пунктов стоят антисептические средства. В течение нескольких часов, пока шла съемка, на территорию республики заехало всего 2 человека, каждый из которых гражданин Абхазии. А это значит, по закону его необходимо пропустить домой, к родным. Откуда едете? С Адлера. В отпуск. Работаю там, просто в отпуск домой. Но я перешел 2 апреля. Вы перешли на работу, да, 2 апреля? Да. Возвращаетесь? Вот сегодня. Все, просто я в отпуску с 20 числа на месяц. После обязательного прохода через тепловизор и осмотра документов въезжающие оставляют свои контактные данные. 14 дней вы будете на самоизоляции А дома. если я сейчас вот там Я отработал? вам говорю, ваши контакты взяли, с вами будут связываться. Я вас понял, разговора нету. Ну а если там, когда пока работали, там, значит, там не страшно было. А здесь по-другому это все. Вы все равно должны у нас здесь быть на самоизоляции 14 дней. С вами будут связываться, спрашивать ваше состояние. Если будет что-то беспокоить, вы будете Да, все звонить. нормально. Представители МЧС Абхазии ведут здесь дежурство круглосуточно. В их функции входит медицинский контроль, измерение температуры всем въезжающим на территорию республики. Далее все данные передаются в оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Функции в основном наши медицинские. Измерить температуру. Сперва на тепловизоре. Если тепловизор среагировал, мерим бесконтактным. Если опять же он реагирует больше 37, мы должны измерить ртутным термометром. Если у него температура высокая, выше 37, мы докладываем в штаб. Сперва в координационный штаб. И они уже сами решают, подослать нам машину скорой помощи. Они будут ждать, пока машина не приехала на изоляции, чуть подальше они сидят обычно, тот раз так было. А если нет температуры, они едут домой. Мы всегда проверяли заезжающих в Абхазию, вплоть до тех даже фуры, 7-я военная база, граждане Абхазии, студенты, едущие домой. Даже те, которые на диализ едут утром туда и вечером возвращаются, все равно всем мерили. Что касается выезжающих из Абхазии, их было значительно больше. Мы встретили целую группу граждан Молдавии, которые работали здесь по найму. По их словам, возможность вернуться к себе на родину у них появилась только сейчас. Работали, закончили работу в марте, и начался вот это все. И вот мы 1,5 месяца здесь делаем документы, звонили в посольство Молдавии, оно связывалось с российской, вот только сейчас сделали нам 16 по 18 мы должны перейти Россию транзитом. Однако в Россию продолжают выезжать и наши сограждане. По словам опрошенных, при переходе границы их предупредили, что по возвращении в Абхазию их будет ожидать 14-дневная изоляция дома, либо по желанию в гостинице «Айтар». Нам нужно по личным обстоятельствам, по поводу учебы пересечь границу, по неотложным обстоятельствам. А какие именно, можете сказать? Конкретно нужно забрать документы в университете, потому что учеба, как понимаете, у нас прервалась неожиданно, мы не были к этому подготовлены, и обстоятельства вынуждают пересечь, но меры соблюдаем. А где вы учитесь? Сочинский университет. А когда возвращаетесь? Не на определенный срок, то есть жилье у нас оплачено, мы снимаем, поэтому, в принципе, все вещи там находятся, то есть как только уже будет свободный переход границы, мы собираем свои вещи и возвращаемся обратно. А у вас есть подтверждающие это какие-то документы? Собственно, мы за ними и едем. То есть зеленый паспорт, который там находится, у меня все документы. То есть мы оставили свои вещи, приехали, взяв какие-то необходимые. Вот у меня паспорт красный, а все остальные документы находятся по ту сторону границы. Мы едем в роддом, нам нужно стать на учет. С такой целью и едем. Вы сопровождающая беременная? Да, я сопровождающая. А вы знаете, что вы когда будете назад заезжать? У нас должна быть самоизоляция, мы в курсе. Но у нас другого выхода нет. По словам начальника КПП ПСОУ Андрей Чуаз, все правила перехода границы соблюдаются в полном режиме. Из Абхазии могут выезжать граждане России, следующие в один конец. На территорию республики можно въехать только с абхазским паспортом. Свободно пересекать границу имеют право российские военнослужащие, дипломаты и водители, выполняющие международные грузовые перевозки. Кроме того, основанием для перехода границы может являться направление от Минздрава Абхазии или наличие свидетельства о смерти близкого родственника.
Таким образом, после пересечения границы дальнейшая ответственность за инфекционную безопасность во многом ложится на самих людей. Вопрос о том, можно ли отдавать эту проблему на откуп человеческой сознательности, остается открытым. Эсма Голанзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.